В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правительство произвело ряд кадровых назначений и рассмотрело другие вопросы повестки дня. Репортаж с заседания Кабинета министров. Партия выдвинула 3 кандидатов. Съезд Народного фронта Абхазии за справедливость и развитие. Абонентам ценные подарки. Аквафон подвел итоги новогодней акции. Кабинет министров произвел ряд кадровых назначений. Тамас Цахнаки возглавил республиканскую больницу Сухума, а Инвер Ажиба – редакцию газеты «Апсне». Заместителем председателя Госкомитета по государственной языковой политике решением правительства назначена Тамила Аршба. Более 10 вопросов заседания Кабинета министров касались предоставления земельных участков под строительство. Обо всем подробнее в репортаже Нисфы Аршба. В повестке дня 29 вопросов. Члены правительства начали с кадровых назначений. Сначала вновь утвердили в должностях заместителей министра образования и науки Дмитрия Гварами и Медею Ченгелия. Затем произвели ряд новых назначений. Правительство освободило Владимира Каппа от должности главного редактора Республиканского государственного учреждения редакция газеты «Апсне», согласно поданному заявлению, и назначило нового руководителя, известного поэта, публициста, журналиста Инвера Ажиба. Тамас Цахнаки возглавил Сухумскую республиканскую больницу, оставив пост первого заместителя министра здравоохранения. Кабинет министров также утвердил положение о лицензировании частной фармацевтической деятельности. В нем усилены вопросы кадрового обеспечения фармацевтической деятельности, в том числе требования необходимой квалификации и стажа работы в этой сфере. Настоящее положение определяет порядок и лицензионные требования для осуществления частной фармацевтической деятельности. Для цели настоящего положения определяется деятельность юридических и физических лиц, которая включает в себя условия хранения, опуска, оптовая и розничная торговля лекарственными средствами для медицинских целей. Поэтому просим вас утвердить это положение, чтобы упорядочить все это. Члены правительства утвердили структуру Министерства иностранных дел республики и установили предельную численность работников МИДа. При оформлении и выдаче виз внешнеполитическое ведомство страны теперь руководствуется новым положением. Оно регулирует не только форму визы, но и условия продления срока ее действия, восстановления в случае утраты, а также аннулирования. В данном проекте постановления будет предусмотрено 5 категорий виз в соответствии с законом. Это дипломатическая, служебная, обыкновенная, транзитная и виза временного проживающего лица. На данный момент сегодня в основном выдаются визы 2 типов. Это обыкновенные рабочие и частные визы. После принятия данного проекта постановления в соответствии с законом обыкновенные рабочие визы будут выдаваться Государственной миграционной службой Республики Абхазия. И в целом данный проект постановления нацелен на реализацию закона о порядке выезда из Республики Абхазии и въезда. Члены правительства также утвердили коллегию Госкомитета по управлению имуществом и приватизации, определили состав абхазской части совместной комиссии по сотрудничеству с Республикой Крым и передали в аренду имущественный комплекс Дома отдыха Абхазия. Около 10 вопросов повестки дня касались предоставления земельных участков под строительство. Кабинет министров дал согласие на большинство из них, а также списал многолетние насаждения чая в селе Гумиста. Нисфа Аршба, Фатима Герги, Алексея Гухава. Абхазское телевидение. В Центре избиркоме продолжается процесс регистрации инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. На 8 февраля зарегистрировано 135 инициативных групп и 4 политические партии. Между тем, времени для регистрации инициативных групп остается все меньше, всего 2 дня, до 10 февраля включительно. И сегодня политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» выдвинула кандидатов в Народное собрание. Репортаж Симы Аргун.
Съезд партии окончательно утвердил списки кандидатов в парламент. Таковых от Народного фронта за справедливость и развитие трое. Илья Шадания, Беслан Камке и Лаша Сакания. Но пока не заявлено, по каким именно округам они будут баллотироваться. Участники съезда говорили о том, какими качествами должен обладать народный избранник, какие функции возложены на депутата парламента Абхазии в современных условиях. У членов партии Народного фронта свое видение взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти на благо страны, на улучшение качества жизни граждан. Речь идет о том, чтобы воплотить в реальность ту модель экономического развития, которая требует современное государство, правовое государство, которое зафиксировано в нашей Конституции. Эта модель экономического развития основывается на рыночной экономике. Если нет рыночной экономики, мы Конституцию не сможем, ту современную нашу Конституцию, воплотить в реальность. Рыночная экономика во многом воспринимается, может быть, старшим поколением не совсем справедливым, но рыночная экономика имеет свои справедливые тоже рамки, свои справедливые правила. И рыночная экономика требует субъекта, массового субъекта. Этот субъект – это собственник. Это собственник не тот, который имеет имущество, машину, дом и так далее, а собственник, с помощью которой он извлекает прибыль и платит налоги государству. Парламентские выборы партия рассматривает как очередной тест на прочность демократических институтов нашего государства. И для самой партии это тоже экзамен на зрелость и доверие народа. Один из лидеров Народного фронта за справедливость и развитие отметил, что главная задача партии – способствовать сохранению стабильности в стране. Выборы в парламент проходят при нестабильной внутренней обстановке. Существенное значение приобретает не только полная прозрачность избирательных процедур, но и корректное проведение предвыборной кампании, осуществляемой без очевидных эксцессов, в строгом соответствии с принятыми нормами. Призываю все штабы кандидатов в депутаты Народного собрания проявить высокую политическую культуру в ходе избирательной кампании. На съезде было отмечено, что выборы в законодательный орган страны – важный этап в развитии государства. Будущее Абхазии во многом определит исход этих выборов. Сима Аргун, Альбина Жиба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. В Генеральной прокуратуре создана специальная комиссия по надзору за исполнением законов на всех стадиях избирательной кампании. Возглавил комиссию заместитель генпрокурора Ишсо Какали. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Задача спецкомиссии – надлежащее взаимодействие с Центральной избирательной комиссией и правоохранительными органами, оперативный анализ поступающей информации о состоянии законности, своевременное принятие мер прокурорского реагирования. Сегодня в столице, в Центре обслуживания абонентов компании «Аквафон» в торжественной обстановке были подведены итоги акции «Новогодний сюрприз», стартовавшей в декабре прошлого года. Как и всегда, «Аквафон» порадовал своих абонентов щедрыми подарками. Кому достались главные призы розыгрыша iPhone 7 и iPhone 7 Plus, расскажет Налакова. В рамках акции в период с 12 по 31 декабря во всех 15 центрах обслуживания абонентов были установлены урны с подарочными купонами, где каждый подключившийся мог стать обладателем ценных призов и суперпризов от «Аквафон». Также всем абонентам, пополнившим баланс на сумму 300 рублей и более, в период проведения акции подключался бесплатный интернет-пакет 500 мегабайтов. Сегодня в Центре обслуживания абонентов «Аквафона», расположенного на главной улице столицы, проспекте Аяйра, состоялась торжественная церемония вручения подарков 5 победителям конкурса. Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии, очень важном для нас и долгожданном. Долгожданном, потому что мы очень тщательно готовились к нему. Мы хотели подарить всем вам настоящий праздник, так, чтобы наши победители, которых мы сегодня будем чествовать, унесли отсюда не только эти замечательные призы. Кстати, это флагманы таких серьезных фирм, как Apple, Sony и Fujifilm. Для нас важно, чтобы те люди, кто с нами соприкасаются, уносили с собой замечательные эмоции, позитивные. Отличительной особенностью акции стало то, что призы вручались специальными гостями, а именно новейший флагман линейки планшетов Apple iPad Pro победителю акции «Останьте Жваня» вручил шоумен, ведущий Алхас Манаргия. Наушники Parrot Zik 2.0 «Мелодии Богателя» вручил талантливый музыкант Алхас Марколия.
Победителю фотоаппарата Fujifilm Йоланде Джопуа приз вручил режиссер и журналист Ибрагим Чикадуа. Гумба Алла выиграла Sony PlayStation 4, который ей торжественно вручил президент футбольного клуба «Нарт» Геннадий Цвинария. Ну а самые ожидаемые призы iPhone 7 Астамуру Шинкуба и iPhone 7 Plus Надежде Калинчук вручили главные специалисты флагманской продукции Apple в Абхазии, люди, которые знают о телефонах все. Эдгар Аргун и Денис Саманва. Участвую в таких конкурсах уже не первый раз. У Аквафона было очень много таких розыгрышей. К сожалению, это первый раз, когда я выиграла. Вот хочу сказать большое спасибо компании Аквафон за их розыгрыши, за их все мероприятия, то, что они проводят, за их благотворительность. Будем ждать от них новых розыгрышей и подарков. Не обошлось и без музыкальной части. Специальными гостями мероприятия стала детская музыкальная группа «До Ре Ми» под руководством Хиблы Мукба и юная певица, новое лицо рекламной кампании «Аквафон» Александра Отроба. По словам руководителя отдела рекламы компании «Аквафон» Геты Артенба, количество людей, участвующих в многочисленных акциях компании, растет с каждым годом. Это, безусловно, говорит о том, что абоненты «Аквафона» доверяют своему сотовому оператору и с удовольствием участвуют в различных розыгрышах и выигрывают замечательные призы. Сегодня состоялась церемония вручения призов завершившейся акции. Мы очень рады тому, что отклик, который она имела у наших абонентов и подписчиков в соцсетях, был очень высокий. Вот именно это нас и радует, что нас слышат, что те акции, те мероприятия, те розыгрыши, которые мы адресуем нашим подписчикам и абонентам, они достигают адресатов. Участие в наших акциях, оно растет из раза в раз, и это подсказывает нам то, что эти акции нужны. Мы планируем эти мероприятия продолжать и в будущем. Уже запланировано еще одно мероприятие. Следите за нашими страничками. Компания «Аквафон» стремится не только радовать своих абонентов отличным качеством мобильной связи, но и многочисленными акциями, розыгрышами призов, в которых может участвовать любой желающий. Зачастую для этого нужно всего лишь подключиться к услугам сотовой компании, получить шанс стать очередным победителем суперпризов от «Аквафон GSM». На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Во второй половине дня в результате смены воздушных масс местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 11-13 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.